Россияне могут больше не бояться старости, ведь теперь известна ее причина. Весь секрет в качествах ДНК. Чем дольше она сохраняет свою целостность, тем медленнее процессы, ведущие к возрастным заболеваниям. И если активировать гены, которые сохраняют ДНК, жизнь продлится в 2-3 раза. Первой в мире это показала сыктывкарка Екатерина Прошкина, сотрудник Института биологии Коми-научного центра. В понедельник президент Путин подписал указ о присвоении ей премии в области науки и инноваций. Геронтологией молодой ученый увлеклась еще студенткой Сыктывкарского университета. Подопытными были мухи-дрозофилы. Как удалось установить, около половины их генов идентичны человеческим. Мы определяли, как определенные гены активируются на тот или иной стресс, и выявили гены, которые уникальны для определенных стрессовых воздействий. Например, у нас есть подозрение, что в помещении находится какой-то загрязнитель, ну, скажем, формальдегид или там какое-то другое ядовитое вещество. Вот это вот то, как они выглядят в норме. Тут муха без воздействия, тут муха, которую подвергли воздействию. Ну, видно, что достаточно значительная разница, можно различить. Реакция мух позволит выявить гены, которые отвечают за устойчивость к стрессам. Остальное как в жизни. Меньше стрессов – больше жизни. Ученые надеются, что президентская премия позволит привлечь внимание фармацевтических компаний, которые бы взяли разработки коми-ученых на вооружение. Речь идет о целом ряде успешно зарекомендовавших себя препаратов и биологически активных веществ растительного происхождения. Возможно, в будущем они позволят успешно бороться с такими болезнями, как рак, диабет или просто нарушение иммунитета. Мы разные показатели смотрим, сопоставляем их. И также достаточно серьезное преимущество исследований, которые проводятся в нашей лаборатории, это то, что мы изучаем, как гены влияют, как активность определенных генов влияет, повышенная либо пониженная, на состояние целого организма. То есть мы не рассматриваем отдельные клетки, не рассматриваем отдельные ткани, мы смотрим именно целый организм. На награду от президента было выдвинуто 147 работ, однако жесткий отбор прошли лишь 3. Имея явно повышенное внимание извне, Прошкина остается патриотом родных пенатов и призывает государство обратить внимание на науку. Вопрос о проблеме старения и долголетия на протяжении многих столетий волновал человечество и имеет как прикладное значение, так и теоретическое. И премия президента Российской Федерации подчеркивает значимость исследований в области геронтологии и дает надежду на достижение скорого прогресса в борьбе со старением. Хочется отметить, что данная награда является не только моим личным достижением, но и большим успехом для всей нашей лаборатории, для Института биологии Коми-научного центра УРОРАН, для Сыктывкарского госуниверситета и для всего научного сообщества Республики Коми. В этой связи позвольте поблагодарить своих коллег и дирекцию Института биологии за всестороннюю помощь и за благоприятную рабочую атмосферу. Отдельное спасибо моему научному руководителю, доктору биологических наук, профессору РАН Москалеву Алексею Александровичу. И также выражаю большую благодарность моей семье за заботу и поддержку. Спасибо. Кстати, размер премии – 2,5 миллиона рублей. Их перспективный ученый намерен потратить на улучшение собственных жилищных условий.